Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Участок автотрассы, обрушившийся в Рицинском парке в марте текущего года, полностью восстановлен. В Лебединых прудах Нового Афона тревожная экологическая ситуация. Ответ специалистов. Управление образования администрации столицы и Нижегородский планетарий подписали меморандум. Президент Бадра Гунба поздравил начальника погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергея Щедрина и личный состав с Днем пограничника. В условиях современных вызовов и угроз роль пограничных органов невозможно переоценить. Вы стоите на страже государственных интересов, проявляя высокий профессионализм, стойкость и непоколебимость духа. На протяжении 16 лет служащие пограничного управления ФСБ России в Абхазии совместно с абхазскими пограничниками надежно защищают границы нашей страны, отмечается в поздравлении. Президент пожелал российским пограничникам крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и дальнейших успехов в деле служения Отечеству. Кабмин Абхазии утвердил программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2025 год в объеме 326 миллионов рублей. Программа предусматривает механизмы компенсации предпринимателям республики расходов на приобретение оборудования в рамках модернизации существующих и создания новых предприятий, выполняющих работы и оказывающих услуги в сферах промышленности, общественного питания и туризма. Источники финансирования программы средств республиканского бюджета в объеме 200 миллионов рублей и российская финансовая помощь 126 миллионов рублей. Рабочая группа Кабинета министров открыла телефоны горячей линии по оказанию правовой помощи гражданам, привлекаемым к ответственности в России за получение соцвыплат. За консультацией можно обращаться по номерам 798 88 86, 758 88 55. Участок автотрассы Бзыб-озеро Рица, обрушившийся на 41-м километре в Рицинском реликтовом национальном парке в марте текущего года, полностью восстановлен. Здесь положили тротуар, укрепили подпорную стену и уложили новую дорогу. Работы проведены по поручению президента республики Бадры Гунба. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Автотрасса на 41-м километре Рицинского национального парка связывает Ауатхару автостоянку, государственную дачу, подстанцию и коммунальные службы заповедника. Поэтому данный участок дороги загружен практически круглый год. ЧП здесь случались нередко, особенно в зимний-весенний период. Руководство и сотрудники Рицинского парка периодически проводили ремонтные работы, однако требовался капитальный ремонт дорожного полотна и укрепление подпорных стен. Так, в марте текущего года из-за разрушения подпорной стены вдоль автодороги Бзыб-озеро Рица на 41-м километре образовалась трещина. Впоследствии произошло разрушение полотна дороги. На место сразу же прибыло руководство страны. Соответствующим структурам был дан ряд поручений по восстановлению участка. Действительно, летом очень тяжелая ситуация. Поэтому давайте проектно-сметную документацию с учетом всей протяженности и с учетом тротуара, перил и так далее, чтобы это было наглядно. По поручению президента была сформирована комиссия, в состав которой вошли конструктор, специалисты управления капитального строительства и сотрудники Рицинского национального реликтового парка. Ими был составлен проект по восстановлению дорожного полотна. Ремонтные работы начались в апреле. Из средств государственного бюджета выделили 17 миллионов рублей. Уложили тротуар, укрепили подпорную стену. Был составлен проект конструктором Папазян. Затем здесь были, пробурены спецтехникой сваи. По скважинам были забиты из металлической трубы обсадные трубы. В эти трубы были установлены металлические каркасы, и было это все забетонировано. Здесь уложено 290 кубометров железобетона. Это завершающий этап работ
Под слоем асфальта проложена плита толщиной 50 сантиметров и 32 сваи глубиной 7 метров. Заказчик работ – Управление капитального строительства. Восстановление дорожного полотна и укладка асфальта проведены Гудаутским дорожным строительным комбинатом и компанией «Геострой». Гугут Савардания, Адемар, Джения, Абхазское телевидение. Министр иностранных дел Боливарианской республики Венесуэла Иван Хиль поздравил Олега Барцыц с назначением на должность министра иностранных дел Республики Абхазия. В поздравительном адресе Иван Хиль выразил уверенность, что в период работы Олега Барцыц связи между Венесуэлой и Абхазией будут укрепляться благодаря диалогу и дальнейшему продвижению двусторонней повестки дня. Министр иностранных дел Олег Барцыц направил поздравительную ноту министру иностранных дел Южной Осетии Ахсару Джоеву по случаю Дня дипломатического работника Южной Осетии. Олег Барцыц выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами позволит и далее расширять и укреплять двусторонние отношения. Олег Барцыц также направил поздравительную ноту чрезвычайному полномочному послу Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олегу Бациеву. Светлана Джергения, вдова первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, передала Абхазскому госмузею его рукописи и телефон, сообщает Абснопресс. Встреча Светланы Джергения с коллективом музея прошла в рамках 80-летнего юбилея со дня рождения основоположника современного абхазского государства. Руководство и коллектив музея поблагодарили ее за передачу ценных экспонатов, а также за помощь в открытии зала, посвященного эпохе первого президента. В Лебединых прудах Нового Афона тревожная экологическая ситуация. В последнее время жители и гости города задаются вопросом, что стало с прозрачностью и свежестью воды. Здесь появились мертвые стебли водорослей, поверхность усеяна бурым слоем растительных остатков, а от воды исходит затхлый запах. В чем причина такой картины, выясняла Шазина Ханагуа. В отражениях лебединых прудов, где утренний туман растворяется над водой, величаво скользят белоснежные лебеди, еще недавно царила тихая гармония природы и человека. Эта картина привлекала сюда семьи с детьми художников и фотографов, превращая новоафонские пруды в место чистоты и спокойствия. Однако райский уголок перестал быть безмятежным. В прозрачной глубине появились мертвые стебли водорослей, поверхность усеяна бурым слоем растительных остатков, а от воды исходит затхлый запах. За внешним спокойствием затаилась беда, незаметная, но угрожающая жизни местной экосистемы. Так началась тревожная глава в истории лебединых прудов, заставившая администрацию города и ученых искать ответы и пути спасения любимого уголка природы. Сама проблематика данного вопроса идет далеко годами ранее, так сказать. Порядка более 10 лет данная проблема существует. Что хотел бы сказать, гости наши, приезжающие к нам в город, предприниматели на период летний, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обеспокоены состоянием пруда, решением данного вопроса. Я хочу сказать, что данная проблема беспокоит также и в первую очередь горожан, афонцев очень сильно. Ну и естественно, администрация города не бездействует. Мы на месте для того, чтобы решать разного рода вопросы, в том числе и данную проблему. В новоафонских лебединых прудах наблюдается проблема гибели водорослей ладеи. Погибая, она оседает на дно, разлагается, всплывает на поверхность водоема хлопьями. При этом в прудах по-прежнему водится рыба. Но по наблюдениям работников парка не стало крупных карпов и толстолобиков, характерных для этих вод. И ладея – своеобразное сердце экосистемы прудов. Она фильтрует воду, насыщает ее кислородом и создает среду для жизни рыбы и моллюсков. Для решения проблемы администрацией предприняты ряд мер. Однако этого недостаточно. Прежде всего, это покос этой ладеи. Для того, чтобы облегчить, это был непосильный труд. Он и сейчас непосильный, но это в разы было тяжелее. Трудоемкий процесс, и по времени он растягивался практически на 3-4 месяца беспрерывной работы.
То есть раньше человек на лодке, в прямом смысле слова, с косой косил еладею и потом ее изымали. Для того, чтобы ускорить процесс покоса еладеи, для того, чтобы уменьшить трудозатраты, новоафонской администрацией было приобретено специализированное плавсредство, которое мы с вами можем наблюдать. То есть по нашему заказу в Ставропольском экспериментальном заводе подобную лодку нам и соорудили. Она оснащена и дизельным двигателем, и специальными ножами. Площадь водного зеркала 14,5 тысяч квадратных метров. Объем воды 21 тысяча кубических метров. Следующий этап, после того, как уже произведен покос, скажу языком парковского хозяйства, стягивают озеро. Что это означает? Натягивают канаты, один на лодке, один вдоль берега идут. Всю эту скошенную водоросль в специально отведенные места стягивают. Следующий этап, он тоже достаточно трудоемкий, это извлечение водорослей из воды. Зачастую мы для этого приглашаем и дополнительных рабочих. И последний этап – это уже непосредственно погрузка и вывоз. Каждое утро убирают парк и стягивают хлопья, образованные разложением. В летнее время, когда уровень воды в реке Псырцха уменьшается, администрацией выстраивается небольшая дамба для увеличения потока и объема воды. Буквально 3 года назад также новоафонской администрацией был монтирован шлюз, тоже уже механизированной системой спуска и подъема, что тоже в свою очередь облегчило труд рабочих. И благодаря чему уже более быстро можно реагировать на изменение уровня воды. Также монтируется небольшая дамба для увеличения уровня воды. Исторически данный водоем служил очистным сооружением Новоафонского монастыря. Затем заболоченная и заросшая кустарником долина реки Псырцха была расчищена и превращена в парк с каналами, системой прудов. Тогда же были сооружены несколько каменных арочных мостиков. В настоящее время Новоафонские пруды являются туристическим объектом и одной из главных достопримечательностей города. Новоафонские пруды представляют собой целую систему уже связанных друг с другом бассейнов, которые получают воду из реки Псырцха. Водозабор находится напротив городского стадиона. Отсюда вода поступает по водоводу в первый бассейн, и затем она проходит через систему каналов и прудов и вытекает в море. Это один из путей прохождения воды. Второй вариант прохождения отсюда и впадает снова в реку Псырцха. И таким образом вся система прудов оказывается постоянно обновляется за счет поступления воды из реки Псырцха. Водоросль Иладея очень чувствительна к химическим загрязнениям. 3 года назад администрация Нового Афона обратилась в Институт экологии Абхазии с просьбой выяснить причины происходящего. Сотрудники института провели исследования. Они касались в первую очередь гидрохимии. Вначале не было понятно, какой же химический агент является причиной гибели этих водорослей. По мере того, как мы стали проводить исследования, было выяснено, что основной проблемой и загрязнителем новоафонских прудов являются окислители. Эти окислители используются в качестве обеззараживания бассейнов. А поступают они в новоафонские пруды из водозабора реки Псырцха. А в Псырцху они поступают от ливневых канализационных стоков, которые идут от предприятий, баз отдыха, которые расположены в Новом Афоне. Число их последние годы увеличивается. По всей видимости, объемы бассейнов и всякого рода таких элементов, обеспечивающих комфортный отдых отдыхающих, увеличиваются, но с ними приходится бороться, потому что бассейны очень быстро обрастают водорослями. И для того, чтобы этого не происходило, их обеззараживают. И, соответственно, одним из способов обеззараживания является кислородный окислитель. Затем это все сливается в Псырцху. Из Псырцхи водозабор забирает это, и это поступает в пруды. А в прудах, естественно, водоросли не выдерживают таких концентраций высоких этого химического
агента, и это приводит к их гибели. Оптимальным вариантом решения проблемы было бы полностью перекрыть все источники поступления загрязнений в реку Псырцха. Однако в новом Афоне нет очистных сооружений. Возникает вопрос цены глобального городского устройства канализационной системы, которая обеспечила бы очистку и прием сточных вод. И я так понимаю, что это не ближайшего времени задача с учетом объемов затрат, которые необходимы для этого. С другой стороны, значит, есть, конечно, компромиссный выход из этого. Он заключается в том, чтобы, значит, новоафонские пруды запитать не с того места, где река загрязнена, а провести водовод, который бы запитывал новоафонские пруды с водопада, к примеру. Но это будет чуть больше полкилометра. Тогда, значит, в новоафонские пруды будет поступать чистая вода, которая не загрязнена никакими, значит, агентами, реагентами. И таким образом, значит, эта проблема может быть решена до того момента, когда будет произведена полная канализация города и постройка очистных сооружений. Но радикально вопрос может быть решен только в том случае, когда стоки не будут поступать в реку Псырцха и будет произведена канализация, значит, стоков всего города. Спасти лебединые пруды – вопрос не только защиты редкой экосистемы. Важно сохранить уголок подлинной красоты и гармонии, которым всегда славился новый Афон для будущих поколений. Шазина Ханагу, Айнал Гвинджи, Саида Харазия, Абхазское телевидение. Реконструкция многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» на российско-абхазской границе завершится в 2027 году. Как сообщается на сайте Минтранса России, в результате реконструкции пропускная способность пункта пропуска превысит 14 тысяч транспортных средств и 80 тысяч человек в сутки. Количество полос для автомобилей вырастет с 25 до 28. С начала 2025 года Государственным таможенным комитетом республики возбуждены 20 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного присоединения к электрическим сетям. Обнаружены и изъято 384 единицы вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты и 71 единица комплектующих к ним. На текущей неделе возбуждены 2 дела об административном правонарушении. Обнаружено и изъято 73 аппарата. 24 мая 2025 года примерно в 23 часа 10 минут сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета Республики Абхазия совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации осуществлен посттаможенный контроль в городе Сухум по улице Назадзе, 42/3, где в квартире номер 37 обнаружено и изъято 72 единицы вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты. Проводится административное расследование в отношении гражданина Берулова. Также 26 мая 2025 года, примерно в 1 час 45 минут, сотрудниками оперативного подразделения Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии таможенного поста ПСО по направлению из Российской Федерации в сторону Республики Абхазия досмотрены вещи, находящиеся при гражданине Багдасарян, который намеревался осуществить ввоз вычислительного оборудования для извлечения криптовалюты в количестве 1 единицы. Оборудование изъято, проводится административное расследование. Подписание меморандума между Нижегородским планетарием и Управлением образования администрации столицы состоялось в здании 6-й Сухумской школы. Мероприятие прошло в рамках Дней Нижнего Новгорода. Кундашова расскажет детали.
Соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и Нижним Новгородом было подписано в 2011 году. Спустя 13 лет было подписано новое соглашение о развитии побратимских отношений. Официальный старт мероприятиям в рамках Дней Нижнего Новгорода в Сухуме дал Нижегородский планетарий имени Гречка. Его специалисты проведут методический совет с педагогами столичных школ на тему «Планетарий и школа. Точка притяжения». Культура – это не только песни и танцы. Это и образовательная составляющая, и проектная деятельность, и наш планетарий открыт и очень дружит со всеми школами общеобразовательными нашего города. И пользуется большой популярностью и у школ нашей области. Потому что мобильный планетарий, который мы привезли вам в Сухум, для того, чтобы продемонстрировать его возможности, он ездит и по школам нашей Нижегородской области. Это такая возможность окунуться, прикоснуться к Вселенной, к звездам, к этой загадочной истории. В течение нескольких дней специалисты из Нижнего Новгорода будут проводить выездные мероприятия в школах, сеансы мобильного планетария, познавательные лекции и увлекательные мастер-классы, а также методические советы с представителями школ Сухума. Наша школа дружит со школой номер 70, школа с углубленным изучением отдельных предметов Нижнего Новгорода. Наша делегация уже 2 раза побывала в Нижнем Новгороде. Делегация Новгорода у нас была. У нас налажены самые тесные взаимоотношения. И вот в этом году, в марте месяце, когда мы были в Новгороде, не запланировано, но благодаря Галине Александровне наши дети попали в планетарий, который произвел на них неизгладимое впечатление, и когда они пришли потом с рассказом к Костанзе Зауровне, первое, что они говорят, планетарий. Так что спасибо вам большое за такую предоставленную возможность. Я думаю, что всем нашим детям будет очень интересно. Мы чему-то учимся у них, но и они чему-то учатся у нас. Галина Муромцева отметила, что планетарий готов делиться своими наработками и опытом с коллегами из Сухума, чтобы совместными усилиями способствовать развитию космического образования. Действительно, очень рада вас здесь всех видеть. Мы вам с удовольствием расскажем во второй части нашей встречи, какие конкретно мы берем темы из школьной программы и проводим их в планетарии. У нас приводят целые классы для того, чтобы рассказать про Землю, про космическое пространство, про окружающий мир. И действительно, мы как бы одной ногой стоим в культуре, другой ногой в образовании. И, наверное, этим и являемся уникальным учреждением культуры города Нижнего Новгорода. Начальник столичного управления Астанда Таркил подчеркнула важность данного соглашения для повышения качества образования в области естественных наук. Она выразила уверенность в том, что сотрудничество с Нижегородским планетарием позволит сухумским школам расширить свои знания о Вселенной и развить интерес к научным исследованиям. Мы стартанули на базе 6-й школы. Впереди у нас очень много дел в спортивном направлении, в образовательном направлении, в культурном направлении. Мы охватили практически администрацию города в рамках дорожной карты и подписания соглашений 2 глав. Я думаю, что каждый имеет свой блок в сфере образования. Мы практически охватили, начиная с дошколят и старшего звена, и педагогической, и учительской сферы, на все направления, которые задействованы. Участники мероприятия обменялись памятными подарками. Большой интерес вызвали снимки Абхазии с космоса. Но основным подарком для школьников стал мобильный планетарий, который начнет работу с 29 мая во 2-й Сухумской средней школе. А действительно, и администрация города, и управление культуры, образования, спорта подготовилась очень хорошо к данному мероприятию. И для того, чтобы организация была четкой, пожалуйста, к 10 утра все желающие дети, возможно, родители, придите, пожалуйста, для того, чтобы мы составили списки и сказали вам, во сколько вам нужно прийти. С 11 до 12, с 12 до часу. Работники планетария очень хотят, чтобы все, кто желает, смогли, имели возможность посетить
данный планетарий. Подписание меморандума стало важным событием в культурном обмене между Нижним Новгородом и Сухумом, демонстрируя стремление городов к укреплению связей в сфере образования и науки. Кундашова, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. По инициативе официального представительства Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республике состоялись встречи полномочного представителя Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана с главой администрации Тирасполя и Днестровска Илоной Тюряевой и председателем Вендерского городского совета народных депутатов Юрием Кара. На встречах были обсуждены возможные направления и формы взаимодействия в рамках существующих соглашений между Сухумом и Тирасполем, Учимчирой и Вендерами. Все работы по благоустройству двора номер 170 по проспекту Аяйра завершены. Общая площадь благоустройства составила 750 квадратных метров, рассказал начальник управления капитального строительства Демир Гамисония. По поручению премьер-министра Республики Абхазия проведены работы по благоустройству двора по проспекту Аяйра 170. Работы завершены в полном объеме, проведено озеленение территории, установлены малые архитектурные формы, заменены системы канализации, заменены колодцы, расчищена вся система водоотведения во дворе. Общая площадь благоустройства составила 750 квадратных метров. Мы очень довольны. Вы знаете, что очень много мы писали, просили, чтобы действительно что-то как-то помогли нам, что-то привели в порядок наш двор. Но, наконец, наша мечта сбылась. Оказал нам большую помощь, конечно, Владимир Валерьевич Делба. Проблемы просто все как-то отказывались, что нет средств, нет возможностей, нет людей, сейчас все заняты и все. Но выпала такая счастливая пора, что нам оказали как раз это внимание. Очень довольна, очень хорошая бригада была, великолепная, все такие труженики. Вот с 9 часов приходили, в 9 уходили. Вот так работали. Быстро все, аккуратно. Вот если вы посмотрите, действительно двор стал похож на что-то, что можно сюда выходить с удовольствием и с детьми, и пожилым людям. Можно здесь гулять, отдыхать, дышать свежим воздухом. 7 водителей лишены прав за вождение в нетрезвом виде. В ходе рейдового мероприятия в Сухуме сотрудники ГАИ составили 151 протокол об административных нарушениях. Помимо нетрезвых автомобилистов на стационарных постах также выявляли водителей общественного транспорта, которые перевозят пассажиров без лицензии. Подробнее в материале пресс-службы МВД. 27 мая в столице прошло рейдовое мероприятие с применением ротации личного состава из районов. Данная мера принимается для повышения эффективности и результативности работы сотрудников. Основным акцентом руководство МВД определило выявление водителей, пребывающих за рулем в нетрезвом состоянии. На стационарных постах также выявляют недобросовестных водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров без наличия соответствующей на то лицензии. В республике фактически стартовал летний курортный сезон. Ежедневно растет число автомобилистов, прибывающих в нашу страну с целью отдыха. Несмотря на высокие штрафы и лишение прав, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. За вчерашний день 7 человек лишены права управления автотранспортным средством ввиду пребывания за рулем в нетрезвом состоянии. Всего был составлен 151 протокол об административных правонарушениях. Рейдовые мероприятия, согласно приказу министра Роберта Кьют, будут продолжены далее, вплоть до минимизации нарушений ПДД водителями. В МВД напоминают, что основной целью рейдов является спасение жизни и здоровья граждан. Очередной канал незаконного пересечения государственной границы в нижней зоне Галского района выявили сотрудники СГБ и погрануправления ФСБ России и Абхазии. Смотрите репортаж пресс-службы СГБ Абхазии.
Сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия и пограничного управления ФСБ России был выявлен очередной канал незаконного пересечения государственной границы в нижней зоне Гальского района. Так, в мае 2025 года были задержаны две группы иностранных граждан, а именно граждане Турции Сельчук Гюрен 1997 года, который по оперативным данным пребывает в международном розыске по линии Интерпола за ранее совершенное заказное убийство на территории Турции, и Доган Берсан 2001 года, который также объявлен в розыск за совершенное убийство и распространение наркотических веществ. Также 26 мая 2025 года были задержаны граждане Азербайджана Азизов Хасан Этибар Оглы 1974 года и Тахмазли Намаз Тахмаз Оглы 1990 года рождения, которые во избежание уголовной ответственности на территории Грузии попытались скрыться на территории Абхазии. С какой целью вы приехали на территорию Абхазии? У нас были законы в Грузии, проблемы в полиции, поэтому думали, что приедете в Абхазию и отсюда поехать в Азербайджан. В отношении вышеуказанных граждан Следственным отделом СГБ Республики возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 324 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Директор нацбиблиотеки имени Попаскир Борис Чолария принял участие во Всероссийском библиотечном конгрессе в Ижевске. Сотрудников библиотек Абхазии и России объединяют общие нравственные и духовные ценности, которые помогают в работе, связанной в том числе с сохранением исторической памяти, сказал Чолария, выступая на конгрессе. Он также отметил помощь, оказанную российскими коллегами в возрождении библиотечного дела в Абхазии после войны 92-93 годов. Конгресс продлится до 29 мая. Ашана и Круг Добра объединились для помощи 4-летнему мальчику с редким заболеванием прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшена. После того, как ребенку поставили жизнеугрожающий диагноз, был организован медицинский консилиум, который рекомендовал применение инновационного и крайне дорогого препарата генной терапии однократного применения Элевидис. А также проведены консультации с созданным президентом России фондом поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг Добра», который имеет возможность закупать в том числе незарегистрированные в России препараты. В его перечень закупок входит и Элевидис. 23 мая препарат был введен ребенку. Мальчик продолжает реабилитацию под наблюдением врачей. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 29 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 19-24 градуса. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.